Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, һаумы дуттар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. В эфире очередной, 10-й, то есть уже юбилейный выпуск программы «Обсудим с Русланом», где мы обсуждаем вместе с вами события, которые произошли в Республике Башкортостан за текущую неделю. А за прошлую неделю, за эту неделю произошло действительно много событий, горячих новостей, которые стоит обсудить, и вот чем мы сейчас с вами и займемся. Итак, первое событие, которое нужно обсудить, это, конечно же, победа защитников Куштау, пятилетняя победа с 2020 года, когда 16 августа защитники Куштау победили в борьбе с олигархами и властями в Республике Башкортостан и отстояли Куштау. С момента этих событий прошло 5 лет. Но надо здесь отметить, что каждое событие по-своему уникальное. Так, допустим, если бы не было бы победы защитников Куштау в ночь с 9 на 10 августа, о чем я рассказывал в прошлом выпуске, не было бы ни 15 августа, ни 16 августа. Именно тогда, в ночь с 9 на 10 августа, защитники Куштау смогли отбить лагерь, смогли не допустить технику на Куштау, которая к тому моменту уже подъехала и ждала просто, когда защитников Куштау оттеснят с дороги. Тогда, я напомню, власти республики наняли 300 откровенных уголовных элементов, гопников из города Стерлитамака, привезли их на автобусах Башавтотранс, и вот они совместно с сотрудниками частных охранных предприятий пытались сломить сопротивление защитников Куштау. У них тогда ничего не получилось. Вот если бы тогда бы у них получилось бы, то не было бы ни 15 августа, ни 16 августа. Также надо отметить, что если бы не отчаянная защита, отчаянная борьба, героическая борьба защитников Куштау 15 августа, которая в течение дня горстка вот этих защитников сопротивлялась превосходящим силам в лице сотрудников частных охранных предприятий, сотрудников Росгвардии, полиции и, конечно же, опять нанятых тетушек, властями республики нанятых, там всяких спортивных организаций привезли много людей. Вот если бы тогда бы защитники Куштау не проявили свой героизм и вот это вот сопротивление, которое шло целый день практически, не было бы 16 августа. Именно те фотографии, те видео, которые облетели весь мир практически, где была показана жестокость, с которой силовики, тетушки просто избивали защитников Куштау, избивали женщин и детей, там, вне зависимости от пола, вне зависимости от возраста. Мы видели, как людей брызгали там газовым баллончиком, как давили их трактором, как глава администрации Шибайского района, тогда еще глава администрации, сейчас он уже целый премьер-министр, Хабиров его за это наградил и повысил, Азамат Абдрахманов просто со своими вот гопниками разрушил палаточный лагерь защитников Куштау. Все это мы видели, все эти фотографии и видео облетели тогда весь мир, облетели всю Республику Башкортостан, и именно это, скажем так, вдохновило, разозлило народ Республики Башкортостан. И 16 августа собралось около 10 тысяч мужчин, в том числе там и женщины были, конечно, которые просто сломили сопротивление вот этих вот Росгвардии, там ОМОНа, которые там нагнали частных охранных предприятий и разломали сетки рабиц, разломали колючую проволоку и просто отбили Шихан. Меня 15 августа не было, я был участвовал в событиях 16 августа, но еще раз говорю, что без защитников, которые защищали гору Куштау 15 августа, без них ничего бы не было. И если бы они тогда очень быстро бы сдались, наверное, возможно, уже 16 августа не смогли бы уже другие защитники Куштау отбить эту гору. И когда я разговаривал со своим другом из организации Башкорт, Азатом, которого тогда 15 августа в числе тех 70 человек, которых арестовали,
и приговорили к различным штрафам, там и на сутки посадили. Так вот, его посадили на 15 суток 15 августа. Тогда и Фаиля Алсынова, я помню, посадили. Так вот, я с Азатом разговаривал, он говорил, что когда, говорит, меня увозили 15 августа, я, говорит, уже видел, что там практически вершина была захвачена. Есть знаменитая фотография, да, где стоят на самой вершине горы, с одной стороны, титушки, нанятые властями, с другой стороны, защитники Куштау. Вот, уже к тому моменту защитников Куштау оттеснили на самую вершину. Так вот, он говорит, когда меня увозили, говорит, на воронке на этом, и я, говорит, думал, что все проиграно. Гору мы проиграли, Шихан мы проиграли, и ее теперь будут действительно разрабатывать. И на следующий день, говорит, когда в обед мне принесли еду, я, говорит, спросил у охранника, что там вообще там с событиями на Куштау, что там происходит. Он сказал мне, вы победили, можешь успокоиться, все нормально. И я, говорит, тогда, говорит, просто удивился, как такое вообще возможно. Ну вот, многие тогда действительно упали духом 15 августа. Но 16 августа народ Республики Башкортостан показал и доказал, что он силен, вне зависимости от того, сколько будет там ОМОНовцев, росгвардейцев, какие у них там будут дубинки, светошумовые гранаты, слезоточивые газы. Бесполезно. Народ – это сила и мощь, которая сметает все на своем пути. И защитники Куштау это прекрасно показали и продемонстрировали. Тогда было единение всей общественности, всего народа Республики Башкортостан. Я знаю, что с Зауралья там целые колонны машин поехали уже в ночь с 15 на 16 августа, там с Белорецкого района, с Хайбулинского, с Баймакского, с Абзелиловского, там с Сучелинского, с Бурзянского, с Белорецкого и так далее. Со всех районов Зауралья и даже с Челябинской области, с Магнитогорска ребята приехали на помощь. Много откуда там, ну и со всего Башкортостана, конечно же, тоже. Но основная часть, конечно же, это были башкиры. Башкиры и местные жители города Стерлитамака и Шимбайского района. Вот этот народ весь показал, что он может побеждать. Именно тогда, я считаю, что образовались вот эти вот первые зачатки той башкирской политической нации, о которой так много говорил Айрат Динмухаметов, о которой мы постоянно говорим, наш комитет Башкирского национального движения. И именно этот такой народ мы представляем в будущем независимом Башкортостане. Вне зависимости от вероисповедания, национальности, это будет башкирская политическая нация, которая будет защищать Республику Башкортостан, которая будет защищать ее независимость, жить и работать во благо этой республики. Вот также эти события, победа на Куштау вдохновила в жителей Республики Башкортостан, как я сказал, доказала, что они могут побеждать. И это, конечно же, сыграло в будущем то, что следующие победы произошли. Победа на Кыргызстане, мы знаем, в 2020 году, благодаря победе на Куштау, народ смог отстоять Кыргызстан. Потом это были и победа в Ишимбайском районе, это и Вышмурзино, это в Тимясово, это защита городища Башкорт-2. То есть все эти победы это были на волне победы на Куштау. Тогда после победы на Куштау появились и многие новые лица в общественности, многие новые фамилии, новые лидеры, которые заявили о себе на всю Республику Башкортостан. Да, к сожалению, были и, скажем так, неприятности в последующем, когда произошел раскол среди защитников Куштау, когда некоторые люди из-за своих там личных амбиций, скажем так, помогли этому расколу, когда некоторые защитники Куштау поддержали Путина, поддержали войну против Украины, что тоже вызвало раскол. К сожалению, некоторые даже поехали на войну, как дядя Гриша, да, такой вот горовой, и погиб, который там, к сожалению. Вот, ну, он, как говорится, чего искал, того и добился, то и нашел. Вот. Но в любом случае победа на Куштау – это значимое событие, которое тогда прогремело на всю Россию, и сейчас, и до сих пор о ней вспоминают, и пишут многие разные независимые СМИ, и народ гордится этим событием. Мы знаем, что 16 числа должно состояться чаепитие, и, конечно же, это властям не нравится, и они всегда, пока будет Хабиров у власти, он всегда будет запрещать собираться народу и отмечать вот эту победу на Куштау, потому что это победа, это, скажем, память о его позоре,
о его проигрыше. Он же сам развязал эту войну, он же сам ее проиграл. Мы помним, как он униженно просил, скажем так, перемирия, мира просил у защитников Куштау. Все мы это видели, все это фотографии, кадры, видео, все это есть, все его слова мы помним. Вот, так что события на Куштау — это, конечно же, значимые события, и мы обязательно, и как бы сейчас власть не старалась замолчать, и как бы не старалась она очернить защитников Куштау, в последующем, в будущем, это, конечно, будет, когда Республика Башкортостан станет независимым государством, мы обязательно снимем фильм, художественный фильм, качественный фильм, рассказывающий об этих событиях, и, конечно же, это будет значимым таким событием в жизни Республики Башкортостан. Следующая тема, которую я хотел бы обсудить, она тоже касается БСК «Сода». Я на прошлой передаче также рассказывал о том, что на БСК «Сода» произошла авария. Она произошла 9 августа, в результате которой, по окончательным вот сейчас данным, пострадало 42 человека, из которых 11 человек находятся в реанимации. К сожалению, один человек погиб. Это зовут его Ярослав Акользин, ему 30 лет, он работал мастером по ремонту КПА. Вот. В результате взрыва на БСК «Сода», а точнее там на Каустике, на предприятии Каустик, которое входит в БСК «Сода», вот, в их структуру, произошел взрыв, и от газов, от паров, от этих вот пострадало столько людей, и один погиб. Это результат того, что множество уже лет не вкладываются руководители этого предприятия БСК «Сода», не вкладываются в ее модернизацию. К сожалению, Ростислав Мурзагулов, человек, который когда-то был другом Ради Хабирова, который помогал точно так же очернять защитников Куштау, воевал против них, скажем, плечом к плечу с Радием Хабировым против защитников Куштау. Сейчас он находится в оппозиционном лагере к Путину, к режиму Путина, находится за границей. Он, к сожалению, поспешил обвинить в этом взрыве именно защитников Куштау. Якобы вот это они виноваты в том, что они вот отстояли гору, и в результате которой сменился собственник на БСК «Сода». Напомню, что в результате мошеннической сделки в 2013 году Республика Башкортостан утратила контрольный пакет акций на БСК «Сода», и контрольный пакет акций перешел к таким олигархам, дельцам, как Харисов, Черников, там, вот они, короче, там еще несколько человек, сейчас забыл фамилии, Пяткин, да, Пяткин был. Вот, они все олигархи, которые живут за границей, кто-то во Франции, кто-то там еще где-то, вот, кто-то в Швейцарии, по-моему. Они владели этим предприятием, так вот они оттуда постоянно в течение нескольких лет выкачивали просто доходы с этого предприятия, не вкладываясь в модернизацию, не соблюдая свои социальные обязательства перед городом Стерлитамаком, перед республикой, загрязняя природу. И это прекрасно показал в своем фильме «Башкирский разлом» Денис Громов, который он выпустил фильм, он есть на YouTube, его может любой найти, посмотреть, так он называется «Башкирский разлом», где прекрасно показано, насколько, в каком плачевном состоянии находится завод БСК «Сода» и как все оборудование устарело, и что он прям там и говорит, что рано или поздно произойдет авария. И вот эта авария произошла, но по результатам победы на Куштау над схваткой, скажем так, встали руководство страны, конкретно Путин. Он, скажем так, поспешил воспользоваться вот этой победой на Куштау народом. Он сменил собственника. Почему-то он отобрав предприятие у бывших владельцев вот этих вот Харисова, там, ну, друзей Мурзагулова, у них отобрал это предприятие и не вернул собственность Российской Федерации. Хотя до этого она принадлежала, как я сказал, собственности Республики Башкортостан. По закону они должны были вернуть собственность Республики Башкортостан, это предприятие, но почему-то они вернули в собственность Российской Федерации. Откуда она перешла в руки друзьям Путина, олигархам Ротенбергам, которые точно так же продолжили выкачивать все доходы с этого предприятия и не вкладываясь в модернизацию, как я сказал. То есть сами работники БСК «Сода ничего не получили от того, что сменились собственники предприятия. Вот, и это привело к тому, что произошла трагедия. Все
все, кто руководил этим предприятием и обманывал население о том, что там все хорошо. Это вот мы помним прежний председатель совета директоров БСК «Сода» Сергей Лобастов. Это и Марина Бортова, которая, да, пиар-менеджером постоянно врала о том, что там как бы БСК «Сода» это просто цветущий рай. Это и сегодняшний генеральный директор БСК «Сода» Эдуард Давыдов. Мы помним, как он кричал и называл тварями и мразями защитников Куштау. Это сегодня и Андрей Назаров, премьер-министр, который вошел тоже в руководство БСК «Сода». Вот все вот они, никто не понес наказание за смерть вот этого парня и за, скажем так, и за то, что 41 человек пострадал, и 11 человек лежит в реанимации, и, возможно, останутся инвалидами. Никто из них не наказан. Арестовали там каких-то 2 руководителей среднего звена, которые абсолютно, конечно же, ничего не решают. Решали вот эти люди, которых я назвал. Но вообще само по себе БСК «Сода» это очень вредное предприятие, которое действительно загрязняет массово нашу природу. И БСК «Сода» входит вот 2 предприятия, как и называл их Роспотребнадзор. Это БСК «Сода» и Салават нефтеоргсинтез. Сегодня это Газпром нефтехим Салават. Вот эти 2 предприятия, которые больше всего загрязняют нашу самую главную водную артерию, реку Агидель. БСК «Сода» туда постоянно сливает отходы от производства пищевой соды. Они туда сливают вот эту вот кальцинированную соду, кальцинированную воду, вот такой вот концентрат, вот этот вот, и который просто убивают всю живую там вот микрофлору реки Агидель. Он ее превращает просто в мертвую воду, где все живое убивается. Об этом говорил еще много лет назад Марс Сафаров, когда вот шла борьба за Куштау, он об этом говорил, он об этом кричал, трубил, но ничего не изменилось. БСК «Сода» продолжает уничтожать реку Агидель, сбрасывает туда отходы, вот эти знаменитые белые моря, которые они тоже накопили в своих вот этих вот отстойниках. Тоже это проблема, которая так и не решена, и неизвестно, когда она будет решаться. То есть мой вывод о том, что Республика Башкортостан, для Республики Башкортостан, вообще для всего населения Республики Башкортостан будет проще, если закроется это предприятие. Помимо того, что она уничтожает реку Агидель, главную артерию, водную артерию нашей республики, так она еще и загрязняет очень сильные выбросы от нее химические. Народ, жители города Стерлитамака, Стерлитамакского района, города Ишимбая постоянно задыхаются от этих вот выбросов. И сколько было предписаний, сколько там было, скажем, штрафов этому предприятию, ну, бесполезно, они там заплатят штраф в 1 миллион, а миллиарды просто получают прибыль за это. Поэтому мое мнение, это предприятие надо будет закрывать после того, как Республика Башкортостан станет независимым государством. Просто закрывать, либо его полностью модернизировать так, чтобы оно стало экологически безопасным, либо закрывать нахрен. Оно не нужно, вот это предприятие, которое просто убивает нашу республику. Вот такое мое мнение. Следующая новость, которую я хотел бы обсудить с вами, это радостная новость, в принципе. Международная правозащитная организация «Мемориал» признала 46 заключенных по баймакскому делу политзаключенными, дала им такой статус. И, к сожалению, не все пока признаны, но это кропотливая работа. Как я лично разговаривал с Сергеем Давидовцем, он, это руководитель мемориала, он мне сказал, что впоследствии все участники баймакских событий, которые сегодня арестованы и, скажем, которых уже приговорили или которых будут судить, они все впоследствии станут политическими заключенными. Непосредственно, что пишут на сайте Мемориал, вот что они сами на своем официальном сайте написали по этому поводу. Мы считаем, что у суда в Баймаке не было массовых беспорядков. Там проходило мирное собрание в поддержку Фаиля Алсынова, неправомерное преследование которого возмутило многих жителей Башкортостана. Собравшиеся не совершали действий, которые попадают под признаки массовых беспорядков. Силовики необоснованно применили силу против людей, которые ждали приговора и скандировали лозунги.
Формулировки уголовных статей о массовых беспорядках очень размыты, что позволяет властям произвольно применять ее к несогласным. Мы считаем, что применение насилия полицейским спровоцировали действия самих силовиков, которые попытались разогнать протестующих. Масштаб уголовного дела беспрецедентен даже для путинской России, а суровость вынесенных приговоров несоразмерна общественной опасности содеянного. Вот эти слова, выдержка из тех слов, которые я вам зачитал, это взято с сайта Мемориал. Мы рады, надо отметить, что Комитет Башкирского национального движения за рубежом помогал в работе, вот в этой работе Мемориалу. Наш человек непосредственно был на связи с юристами Мемориала, предоставлял документы, предоставлял информацию по задержанным во время баймакских событий. Артур Астафьев очень хорошо помогал, я знаю, спасибо ему. Это журналист сайта Идель Реалии. Но будем ждать, когда всех признают. Также хотелось бы отметить здесь то, что Мемориал, к сожалению, делает все-таки свою работу выборочно. И, допустим, он до сих пор так и не признал моего брата Фарареддинова Рустама Фанилевича политическим заключенным, отказывается его признавать, потому что якобы в его деле фигурирует статья терроризма. Хотя, например, у Айрата Дильмухаметова тоже фигурирует статья терроризм, но он признан политзаключенным. Чем руководствуется Мемориал, вообще непонятно, то есть на какие критерии опирается, тоже непонятно. Также Мемориал абсолютно игнорирует дело, допустим, Марата Шарафуддинова, осужденного по знаменитому кармаскалинскому делу, когда ему дали 9 лет колонии строгого режима. И, скажем так, тоже дело явно политически мотивированное, но Мемориал как-то вообще холодно отнесся к этому делу и абсолютно не занимается им. Хотя вот, допустим, Комлеву практически, она еще даже ее не осудили, там в течение 2 месяцев после задержания сразу же признали политически заключенные. То есть Мемориал очень выборочно подходит, что я считаю это неправильно. Все, кто сегодня страдает от путинского режима, все должны быть признаны политическими заключенными. Но в любом случае порадуемся за то, что уже 46 человек признаны политическими заключенными. И в дальнейшем мы надеемся, что все остальные будут признаны. И, конечно же, это в будущем даст им повод, когда они освободятся и когда рухнет путинский режим, требовать компенсации за те годы, проведенные в тюрьме, и вообще за физический, за моральный ущерб. Так, следующая новость, которую я тоже хотел с вами обсудить, это, в принципе, тоже достаточно хорошая новость, я считаю, а именно, что в русской общине города Уфы произошел раскол, произошла смена руководства. Раньше русской общиной города Уфы руководил известный русский националист Константин Кузнецов, который в свое время руководил организацией «Русская Башкирия», которая ставила своей целью, скажем так, ликвидировать Республику Башкортостан и вернуть ей название Уфимская губерния. Так вот, его сместили, руководство русской общины из центра, из Москвы, конкретно Андрей Ткачук, он сместил Константина Кузнецова и поставил вместо него такого, как Александр Чикерев. Вот он сейчас возглавляет руководство русской общины города Уфы. Я не знаю Александра Чикерова, но я знаю Константина Кузнецова. Человек такой очень явный фашист, явный нацист, который ненавидит башкир. И я знаю, что человек очень вороватый. И по моим данным, что, конечно же, они там успели сделать заявление, вот это вот Константин Кузнецов, его супруга Наталья Кузнецова сделали заявление на своих страницах, что вот якобы там сменилось руководство вследствие того, что мы там не согласны с действиями центрального аппарата русской общины, что они там как бы нечестно ведут свою деятельность, что они там, у них авторитарное руководство, что они там обманывают людей, что они там еще что-то, То есть по-всякому попытались обвинить, но по моим данным Константина Кузнецова убрали за то, что он воровал просто с денег, которые выделялись из центрального аппарата вот этому региональному отделению города Уфы.
Константин Кузнецов оттуда воровал вместе со своей супругой Натальей Кузнецовой. Его поймали, его отстранили, ну, не стали, видать, как-то из этого делать скандал. Вот. Но сейчас там Александр Чикерев, да, то есть руководит. Чем все это закончится, не знаю, но чем больше у них там раскола, чем больше у них разлада, тем лучше для нас. Я так считаю. Ну и последняя новость, которую хотел бы с вами обсудить, это то, что, ну, она касается, наверное, больше мировой, наверное, новости, но в том числе, конечно же, она касается Республики Башкортостан. Это вчерашняя встреча, ночная встреча, да, Путина и Трампа на Аляске. Встреча закончилась, как и ожидалось, ничем. Путин и Трамп ни о чем не договорились. Все, что-то около 3 часов шли переговоры с закрытыми дверями, потом они оттуда вышли. Путин даже не остался на обед, который там был запланирован, и улетел на своем самолете. Но меня поразило, конечно, то, как встречали Путина. Вот эта встреча Путина, она, конечно же, наложила огромное черное пятно на Америку, вообще на страну, как на самую большую демократическую и самую сильную державу, да, которая вроде бы там всегда была в представлении всех, скажем так, либеральных демократических сил, вот этим светочем таким, да, миром демократии. Вот она навсегда просто очернила себя вот этим вот тем, что произошло на Аляске. А конкретно они расстелили красную ковровую дорожку к самолету Путина. То есть, представляете, да, человек, который признан террористом, человек, который объявлен в международный розыск Международным уголовным судом города Гааги. И, кстати, Америка наплевала, Трамп наплевал на вот это решение МУСа и принял все равно у себя Путина. Так вот, он встречал его на красной дорожке, по красной дорожке они прошлись вместе, он его там радостно встречал, пожал ему 2 руками руку, это говорит о знаке особого расположения и уважения, аплодировал ему, когда Путин шел к нему навстречу. Вот, это все показывает, очень, конечно, все это смотреть было стыдно, и действия Трампа, конечно же, были такими отвратительными, я бы сказал. Вот, конечно же, сейчас на данный момент России нужен мир. России начался очень жесткий экономический кризис, но Путин хочет этот мир заключить на своих условиях. Он до такой степени упертый, что ему вообще плевать, конечно, на то, что происходит в России, плевать на экономический кризис. У него есть идея фикс, он маньяк, он диктатор, он хочет поработить Украину, сменить там власть, сделать ее марионеткой. Вообще изначально он хотел ее просто уничтожить. В принципе, он и сейчас об этом мечтает. Вот. Но он также прекрасно понимает, что именно Америка для него вот последний шанс заключить мир на своих условиях, потому что Европа четко стоит против России и на стороне Украины. Вот. Ну что ж, в принципе, я не возлагал особых надежд, что все закончится так хорошо, что наступит перемирие. Была упущена возможность остановить вот это бессмысленные смерти, бессмысленную войну, особенно смерти коренных народов Российской Федерации. Мы знаем, что Республика Башкортостан, Республика Татарстан являются лидерами по количеству потерь, по количеству на душу населения лидерами являются Бурятия, Якутия, Тыва. То есть в основном воюют и отправляют мясные штурмы представители нерусских народов. Это, конечно же, я хотел, чтобы все это остановилось, но, видимо, не в этот раз. Вот. США, также надо отметить, конечно же, что США боятся, и Запад вообще в целом боятся распада России. Вот. Но я считаю, что ни Запад, ни США, ни любые другие силы не остановят распад России. Он обязательно произойдет. Это, знаете, это исторический ход событий, который просто невозможно остановить. Он просто произойдет, как произошел, допустим, распад СССР. Как бы там ни старался Запад, как бы ни старалась Америка остановить распад, как бы не уговаривали страны остаться в составе СССР. Я знаю, что и Украину уговаривали, я знаю, что и Литву уговаривали остаться, но это не остановило распад СССР, он произошел. То же самое произойдет с Россией, потому что это объективный исторический ход
событий. Поэтому распад, конечно же, будет. Вот. Сам Путин, конечно же, видно по нему, что он в последние годы все больше и больше, в последние месяцы все больше и больше звереет. Он ссорится со всеми своими ближними соседями, с Азербайджаном поссорился, сейчас с Казахстаном. Откровенно у него очень натянутые отношения. Он хочет захватить их, хочет поработить, хочет вернуть не только Украину, но и вообще весь бывший собрать свой СССР 2.0, так называемый. С Кыргызстаном у него натянутые отношения. Поэтому нам, башкирам, какие выводы надо сделать? Нам нужно сделать такие выводы, что ни Запад, ни США, ни европейские страны нам, конечно же, в обретении независимости не союзники. Они признают власть тех, кто будет контролировать территорию. Это значит, что пока нашу территорию контролирует Москва, они признают ее власть. Если мы сами освободим свою республику Башкортостан, а нам придется делать это в любом случае, то тогда будут разговаривать с нами. Как это сейчас они разговаривают с той же самой Сирией, которая, несмотря на сопротивление всего западного мира, на поддержку Асада многих стран, в том числе России, в том числе Ирана, все равно смогли победить, свергнуть режим Башара Асада, захватить власть. И вчерашний террорист Аш-Шара сегодня рукопожатен, ему и Трамп пожимал руку, и Макрон пожимал руку, и он встречался уже со многими представителями разных стран. Вот, пожалуйста, это говорит о том, что если мы сами возьмем власть, не если, а точнее, когда мы сами возьмем власть в свои руки в Республике Башкортостан, а также другие представители народов в своих республиках возьмут власть, с нами со всеми будут разговаривать. Никуда не денутся. В любом случае так и произойдет. Поэтому, и когда вот некоторые говорят, что там Сирии помогла Турция якобы, но надо отметить, что если бы Сирия сама, сирийские повстанцы сами бы не соорганизовались бы, не вооружились бы, не начали бы оказывать сопротивление силам Башара Асада, никакая Турция бы их не поддержала бы. Поэтому нас поддержат только тогда, когда мы будем сильными, когда мы будем решительными, когда мы будем сами проявим волю к независимости. Поэтому я считаю, что ближайшие союзники это не Запад, не Америка, а наши ближайшие союзники это, конечно же, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция, вообще страны Центральной Азии это наши союзники. Да, они пока не проявляют особого желания нам помогать, но их народы нас очень сильно поддерживают, что я считаю в будущем сыграет очень важную роль. Все сейчас в наших руках. И чем быстрее мы, скажем так, возьмем власть в свои руки, тем быстрее с нами установят отношения все страны мира, тем быстрее мы войдем в ООН на равных правах. Поэтому, скажем так, все дело за нашей решительностью, за нашей волей к победе, и режим Путина обязательно рухнет, что даст нам возможность брать уже власть в Республике Башкортостан в свои руки. На этом все. До следующих встреч.